снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится. Стали дни короче, солнце светит мало, вот пришли морозы, и зима настала. Здравствуйте, ребятки! Вам понравилось стихотворение? Правда красивое? Стихотворение называется «Зима». Значит, сейчас у нас какое время года? Время года зима. Но вначале к нам приходит весна. Весна. Затем за весной наступает лето. Лето. Жаркое лето. За летом к нам приходит осень. Осень. Наша дождливая осень. Только потом наступает зима. Зима. А скажите, ребятки, а какая у нас зима? Жаркая? Теплая? Ну, конечно, ребятки, зима у нас холодная, колючая, снежная. И наши дети очень любят зиму. Зимой, ребятки, вся земля покрывается белым снегом. Признак зимы – это снег. Снег, ребятки, белого цвета. Он у нас прозрачный, легкий, мягкий. Из него можно вылепить вот такой комочек. Послушайте стихотворение. Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится. Давайте повторим это слово. Снег, снег, снег. Молодцы, ребята. Давайте, ребятки, теперь сделаем маленькую языковую работу на язычок. За окном у нас зима. Все кругом белым-бело. И обуваю сапоги. Крепко шарфик повяжу. На коньках бегу по льду. Молодцы, ребятки. Сегодня, ребятки, у меня интересное задание. Вот здесь из 4 картин вы должны найти ту картину, которая подходит к нашему времени года зима, а поможет нам загадка. Когда приходят холода, кружит она, летает. Она красива, как звезда, и на ладошке тает. Конечно, ребятки, это же снежинка. Снег – это много-много маленьких снежинок. Они абсолютно не похожи друг на друга. Значит, ребятки, здесь из 4 картин к нашему времени года подходит картина «Снежинка». Нам художник нарисовал снежинки. И сегодня я вам тоже приготовила из белой бумаги снежинки. Как мы уже говорили, что снежинки бывают разной формы и разных размеров. Смотрите, ребятки, одни снежинки похожи на звездочку на небе, видите? А другие снежинки похожи, ребятки, на рога оленя. Другие снежинки похожи на елочку, видите? На елочку. Бывают большие такие снежинки, да? И бывают маленькие снежинки. Давайте, ребятки, повторим это красивое слово. Снежинка, снежинка. А сегодня я хочу познакомить вас еще с одним человечком.
Посмотрите сюда. Вы узнаете его? Ну, конечно, это же наш снеговик. Снеговик мы лепим, ребята, из снега. Вначале большой ком, потом средний и, наконец, маленький. Это у нас голова снеговика. Давайте повторим это слово. Снеговик, снеговик, снеговик. Молодцы. А теперь, ребята, давайте вместе вылепим снеговик. Раз рука, два рука, лепим мы снеговика. 3, 4, 3, 4, нарисуем рот пошире. 5, найдем морковь для носа. Угольки найдем для глаз. 6, наденем шляпу косо. Пусть смеется он у нас. 7 и 8, 7 и 8, мы сплясать его попросим. 9, 10, снеговик, через голову кувырк. Ну и цирк. Дома, ребятки, вам домашнее задание. Пожалуйста, ребята, посмотрите внимательно на эти две картины и найдите вместе с родителями разницу. Всем видно? Вот первая картина и вторая. Найдите разницу. И, конечно, дома выучите стихотворение «Зима». Давайте, ребятки, еще раз повторим. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И, конечно, сегодняшние слова. Зима, зима, снеговик, снеговик, снег, 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 и снежинки, снежинка, снежинка. И на этом, ребятки, у нас урок окончен. До следующего урока. Пока-пока.